Показать в действии новый сканирующий электронный микроскоп ученые смогут только через 2 недели. Столько времени нужно на сборку и отладку оборудования. Научным сотрудникам не терпится приступить к работе. Исследования такого уровня в республике никогда не проводились. Сканирующий электронный микроскоп вот такого класса в республике его просто нет. В окружающих нас регионах есть подобного рода приборы, но такого именно прибора на сегодняшний день нет. И в России таких приборов 2. Один стоит в Сколково, другой у нас. Теперь у наших ученых появилась возможность рассмотреть максимально подробно любой материал. Вот так, к примеру, выглядит увеличенный в 1 миллион раз глаз комара, а так его рецепторы. На данном микроскопе можно исследовать самые разнообразные образцы от биологических до металлов и других промышленных изделий. Мы можем увидеть частицы размером 1 нанометр. Размер вот этих вот отверстий где-то около 10-20 нанометров. А это изображение пористого оксида алюминия, полученного уже с помощью другого, но тоже нового микроскопа – атомно-силового. Он позволяет исследовать рельеф поверхности любого материала, а также его электрические, магнитные и оптические свойства. Появляются разломы, еще вот такие вот вещи. И вот посмотреть, как трещина распространяется в металле, еще что-то. Вот, как бы вот для предприятий это самая такая необходимая вещь. Соответственно, потом в трещинах начинаются какие-то процессы, там, коррозия и так далее. Это тоже можно все вот здесь вот посмотреть. Это только начало модернизации Центра коллективного пользования научным оборудованием. До конца года сюда поступит еще несколько единиц современной техники на общую сумму 63 миллиона рублей. Альбина Валикжанина, Андрей Бусыгин. Новости.